Всем привет из солнечного Сочи. 4 января. Газпром Поляна на связи. +1. Сегодня идет дождь. Здесь внизу. А вверху снег. Говорят, много. Вот такая красота там вверху, а вот такая красота внизу. Слякоть. Капец. Ну, вот так, да. Погодка вот такая сегодня, однако. Погодка шепчет. Иду с бассейна. Бассейн 50-метровый с подогревом, открытый в отеле Гранд Отель Поляна. Разовое занятие стоит 2000. Абонементы на месяц там 25 тысяч, что-то там 30 чем-то, 40, 50, короче, разные цены. Так, что мы тут сейчас перейдем дорогу? Сигналит. Вот такая красота вверху. Люди идут по правой стороне, по левой. Пойдем по этой стороне. Идем в Эстосадок. Обедать идем или ужинать. Сейчас сколько? Часа 4 уже. Где-то 3:30, да. Вон там Гранд Отель Поляна. Вон коттеджи их не видны. Дымок шпарит. Так, вот тут я еще не был. Может сюда зайти? Поесть. Скалу. Вот такой вид обалденный сегодня. Погода, конечно, да. Желает быть лучшего. Рядом нарушает парень. Нарушает. Я иду с зонтом, чтобы не сильно куртка намокла. Может, зонт будет периодически вылазить в объектив камеры. Мне здесь нравится смотровая. Вот здесь вот. Вот такая вот. Вот такой вид, да, шикарный. Сейчас будет фотосессия. Ох, какой туман идет с садка. А и с левой стороны он тоже надо протереть объективы. Секундочку. Чуть-чуть покапало. Туманчик вот такой, да. Все равно красиво, пока хоть горы видно. Вот такая красота. Люди в дождевиках. Я тоже купил здесь 2 дождевика там разных. Ну, что-то я их постоянно, они у меня лежат дома. Беру зонт, да и все. Вот такой вид сегодня. Людей, конечно, много очень. Сегодня на Ласточке ехал и
Ласточка вся была забитая. Но повезло сегодня, хоть, блин, ехал сидя, а не стоя. Хоть сидя ехал. Но людей очень много. Сейчас как раз самый пик. Вот это новогодний праздник с 31 по 7 по 8 там. Кто может с работы даже отпросился, чтобы может и 9 там выйти. Так что да, людей много. Местные плюс приезжие. Даже эти сегодня видел компанию китайцев. Приехали с откуда-то. Может где-то здесь в России живут. Компания, двое пацанов и девчонка с сумками, с чемоданами. Какую-то гостиницу на заселение. Прилетели самолетом в Адлер. Тут сели, ну там сели на Ласточку и доехали сюда на заселение в какой-то отельчик, да. Он сейчас хоть не... Ой, сейчас чуть-чуть так моросит. А ну. Ну практически не моросит уже. Он такой вид обалденный. Вот такие виды сегодня. Еще по правой стороне можно идти. Я всегда иду по этой стороне, по левой. Речушка течет себе, течет. Иду в свое любимое место, Хинкал-Мангал. Второй этаж, там вид такой. Прикольный, но хочу по пути рядом там забронировать номер. И прям на углу есть такой, как коттеджный комплекс, что ли, там у них номера. Хочу забронировать на 7-8 число. Остаться здесь на Рождество, поснимать. Ну, сейчас мы снимем. Ой, приблизим. Да, снега там вверху нормально так. Ладно, пошли. Хинкал-Мангал. А тут что-то горы не заснеженные. Ну, а та дальняя гора была в последнее время, сколько я приезжал, она была заснеженная. А в эти горы еще снег не дошел. Еще температура здесь так не сильно не падает. Что тут? В основном плюс-1, 0, +1, 0. Ну вот вечером и ночью. А потом весь день +3, +5, +7 там когда вот в Сочи, в Адлере было +15, +17. Так что такие делишки. Красная Поляна, Адлер. Да, тут вообще как будто осень еще. Осень. Вот такой вид. Травка зеленая.
такая красота. Сейчас здесь 4 января. Люди идут по той стороне, а мы идем по этой. Вот она вроде сказала, что Новый год, они там вроде сказали. Что на Новый год? Что Новый год, они там где-то сами отвечают. Такие сосны проходим, елки, сосны. Ах, пахнут. Кто куда? Что тут нет уже дождя? Или еще есть? Вот впереди коттеджный комплекс. Сейчас там посмотрим. Тут перейти, идти вот так вот. Тут перейти, там перейти. Сюда иди, сюда не иди. Стой. Вот такой отсюда вид. Стой, сейчас будем падать. Полиция. Вот этот коттеджный комплекс. Сейчас узнаем. Вот можно сюда зайти, посмотреть, что у них тут за столики есть. Вон балкончики есть. Да, боковой будет прикольный. Там вот. Или отсюда вот. Эта сторона. Сейчас. Все, забронировал номер в вот таком вот коттеджном комплексе. Ну, типа как отель. У них тут еще и спа есть, бассейн, джакузи. Все дела. Место вообще супер. Это садок, там пройтись. Там он в розу. Хутор в ту сторону идти. Так, мы сейчас зайдем в ресторан. Вот такая атмосфера сейчас. Эспо-садок. Красивый вид такой. В кафе не получилось посидеть, людей много, все занято, надо ждать. Сейчас вот еще зайдем сюда, в нашу, на второй этаж, посмотрим, там место есть. Ой, капец, людей сколько. Вечернее включение из Эспо-садка. Вечер. По-прежнему +1. 4 января.
идем с кафе на сторону Розовых хутор. Бахкают пушки вверху там, в горах. В горах пушки работают. Ну и куда ты едешь? Васян заехал. Все куда-то едут. Праздники новогодние. Все куда-то едут, всем куда-то надо. А мы идем вот на Розовых хутор. Дождь чуть-чуть моросит. Так, тут походу светофор не работает. Вот такая сегодня погодка дождливая. Весь день сегодня дождь идет и в Адлере, в Сочи, и здесь тоже внизу. Только там вверху идет снег, ну там на 900 метров, 1000 и выше. А здесь внизу на 540 метров идет дождь. Вот так вот. Вон люди гуляют, там он тоже по той дороге. Наелся как слон. Первое, второе и еще и чай с десертом. Ух. Теперь надо идти сгонять, так скажем. Ой. Вот. Стреляют, слышно как. Стреляют. На завтра тоже записался в бассейн. Завтра тоже дождь целый день. Когда дождь, я стараюсь ездить в бассейн. Когда дождя нету, я в основном езжу на велосипеде по Адлеру. Один раз выезжал сюда с велосипедом, на ласточке с велосипедом садился в Адлере и доезжал до Розовых хутор. На Розовых хуторе на ЖД встал, прокатился по Розе, вот, а потом поехал с Розовых хутора в Эстосадок, с Эстосадка в Красную Поляну. В Красной Поляне посидел на заправке, попил чай, ой, не чай, кофе, вот, перекусил, и потом уже с Красной Поляны поехал дальше в Адлер. Сколько у меня вышло? 58 километров вышло у меня.
Вот. А по карте что-то показывает 40 или 42. Брешет, падла. Навигация. Maps.me. Надо, кстати, посмотреть не по Maps.me, а по Яндексу, сколько показывает Яндекс. «58», да, это я на турбо режиме почти в основном ехал. И у меня хватило, я приехал домой, у меня еще, по-моему, 2 отделения, что ли, осталось. Как-то я еще удивился. Ну, в принципе, здесь в основном дороги ровные, здесь нет таких затяжных подъемов. Тут даже много есть спусков. Вот. И на спусках, там после Красной Поляны особенно. Поэтому, я думаю, мне столько хватило. Да, здесь, в принципе, с Розы хутора до Красной Поляны, здесь, ну, по асфальту едешь, что тут вообще нету никаких подъемов. Везде ровная дорога. Так что, как-то так. Дождик еле моросит. Можно даже зонт застегнуть. Ну да, он еле-еле моросит. Ой. Даже перестал. Все. Перестал. Они еле-еле капают. Ветра нет вообще, шикардос. +1, а не ощущается. Ощущается как +10. Где-то так. Туман, туман, сплошной туман везде. Ничего нигде не видно. Хочу чуть позже туда, после новогодних праздников, уже съездить в Абхазию на велосипеде. Сначала в Гагру, вот, а потом дальше будет видно. Надо еще смотреть погоду, чтобы не так было холодно. Ну, чтобы хотя бы было +8, там, +10. Потому что, как бы, дистанция длинная. 40 километров в одну сторону, 40 в другую. Я еще смотрел, я маршрут этот ездил 2 года назад. Что-то там было 87, что ли, километров. 85. Так что надо будет смотреть. Сначала в Гагру съездить, посмотреть, как я что ездил осенью, как сейчас будет зимой, насколько будет хватать. Но это надо на МТБ только ехать. На турбо 85 километров точно не хватит вообще. Вот такой вид. Вечерний. Красота. Ух. Облака. Облака, вы мои облака. Скала. Скала. Так что да. Не, я сейчас просто на новогодние праздники не хочу
ехать. Куча машин, все едут туда-сюда. Там по-любому столпотворение, хоть даже на велосипеде там ты проходишь как бы без очереди, там в первый ряд самый подъезжаешь, ставишь велик и сразу идешь с паспортом. Но все равно это куча будет народу, куча по трассе так будут ехать. Поэтому лучше поехать потом, после, ну где-то после 12 января, я думаю, уже будет нормально. В основном все туристы, которые приехали, в основном они все разъедутся. Основная часть 8-9 все уезжают в основном. Вот. Так что думаю, да, где-то числа с 12 там, с 13 там можно уже и стартовать, погодку смотреть и ехать. Вон снег лежит. Снежок лежит. Скала. Всегда огонь. Кто бы сомневался. Так, какая у нас вечерняя прогулка. О, костерчик. Что там, что-то жарят. Скала. Надо будет как-нибудь зайти посидеть в скале. Можно даже как с бассейна идти, можно вот зайти посидеть. У них там вид. Я так думаю, вот этих столов, которые здесь возле окон, вид будет вот туда вот. А здесь он только снег с краю возле бордюр оставался. Лежит, не тает. Теневая сторона. Скорее всего, солнце сюда не попадает. Он Бентли стоит или Феррари. Кому что. Так, ну что, наверное, уже включимся ближе к Розе. Роза хутор. Роза хутор. Роза хутор. Ох, как слышно. Стреляют с пушек. Я еще наверх не поднимался. Я только хожу пешком здесь по Розе хутор в Тосадке, а наверх еще не поднимался. Ни на 960, ни на 1100, 1400 и выше. Чуть попозже.
Вот здесь поставили уже хот-доги, кофе, хот-доги, чай, будочку такую. Что-то там никого не есть. Надо просто постучаться. Так, надо шапочку накинуть его. Вроде так ветра нету, а так свежо чувствуется. Там как-то и шоу было не так, а здесь что-то. А вот и ветерок здесь чуть-чуть поддувает. Так что сейчас, да, чуть-чуть шапочку наденем. О, конечно, так теплее. Ох, там дымка такая. Красота. Красота. Туман. Сплошной туман. Да, вот это я один раз только застал, когда была ясная погода. Прям горы все были видны. А не один день, даже 2 дня застал. Когда было именно тогда ясно, было видно горы, все, не было ни тумана, ничего, вообще было ясно. Небо. Вот. А так уж сколько, большая часть, сколько я приезжаю, все время туман. Туман, ничего не видно. Туман, туман. Сплошной туман. Зашел в ресторан, кафе-ресторан, гости групп, которые на углу там в садке. Так у них там можно словить рыбу, у них же там, и эту же рыбу тебе прям пожарят свежую. Какой-то у них там аквариум, пруд, что-то вот такое. Это мне это сказала администратор. Говорит, вы у нас можете словить рыбу, и тут же ее вам и приготовят. Или пожарят, или в духовке. Интересно, что там у них можно словить за рыбу. Рыба. Не, я что-то последнее время рыбу ем, не знаю, редко, в основном мясо. Рыбу я уже забыл, когда последний раз ел, где-то, может, месяц назад. Барабулю, кстати, да, ел барабулю нашу местную. Местная барабуля. Но сейчас, кстати, она уже не ловится. Похолодала, но зима приходит, уже все, она в основном зимой ее не поймаешь. Только там конец ноября, где-то так. А зимой барабуля практически уже все. Сезон ее закончен.
таврида, окунь. Что там еще ловится зимой? Что-то еще там. Рыба. Ну и привозные всякие там откуда-то привозят. Ух, нифига себе, пушка тут стреляет. Дошли до Розы, начала маршрута Розы. Сейчас минут 20 на мети где-то. Да. Автостанции надо нам на Ласточку успеть на 19:35. А интересно, тут где-то можно перейти дорогу на ту сторону? Тут же ЖД, вот он рядом. Тут, вон он, да. Вот ЖД мы как раз проходим. Чтобы можно было перейти на ту сторону. Должна же быть дорога вот там где-то. Перешел и все. Ну это сейчас по темному ходить как бы не очень, а по светлому надо посмотреть. По-моему, здесь там чуть дальше, да, тут будет такой как мостик, что ли, переход на ту сторону. И там можно пешком раз и дойти до ЖД, я думаю. Ладно, посмотрим. Так, тут еще закрыто на реконструкции. Что-то еще ремонтируют. Фух. Да, с этого садка, с того кафе, где я обедаю, ужинаю, идти минут 40 в таком темпе, не спеша, так скажем. Минут 40 идти. А нет, тут негде перейти. Чуть дальше там, да, но все равно это надо. Вот там, да, дальше на углу, где казино начинается. И поворот сюда направо. А вокзал вот там вот. Ну, короче,
Пешком как бы может и быстрее даже здесь, если свернуть. Но я ночью сейчас ходить вечером не хочу. Это лучше по светлому сделать. А в такое время лучше мы пойдем на автобус, сядем и доедем до вокзала. Да, погодка, конечно, снежочек он там лежит, не тает, как бы, не тает. Азимут он виднеется, отель Азимут. На новогодние праздники номера 18 тысяч в сутки, 20, 22, 25, без питания. С завтраком чуть там дороже, на 1000 примерно. Ну потому что в Розе это тут вообще мало как бы жилья, вот именно здесь внизу. В основном тут магазины, казино и все. А именно гостевых домов, отелей здесь вообще мало. Азимут и, по-моему, еще 2, что ли, там дальше. Сувениры, картинг, мартинг. Надо успевать. Тут что-то я так сидел, а потом раз смотрю, уже время, уже надо идти, а я еще сижу, блин. Так, что он тут едет? И тут едет, и там едет. Пойдем, пройдем. Казино, казино. Тут тоже ресторан, Росбанк. Ну да, тут отели вообще не знаю сколько. Вот. 3 отеля, это, я думаю, максимум. Там еще на задней, на той стороне. Может, да, есть что-то там. Ну, в Эстасадке намного больше. Именно внизу. Именно внизу. Азимут вот здесь. Отель Азимут. Вот там все было, бачиш. Весь хардвер буде условно, так. Вот такая вечерняя красота 4 января 2024 года. Вверху там на Розе бахкают. Фу-фу-фу-фу-фу. Он капсульный тот. Этот. Теплица. Капсульная теплица. При кафе на улице
Прикольно там посидеть. Что-то там рассказывают. Внимание. Наверное, чтобы были осторожны, когда они стреляют с этих пушек. По-любому что-то такое рассказывает. Внимание, отходите от пушки, чтобы вас не завалило снегом. Туманище капец, не видно ничего. Ничего не видно. Доходим до елки. Там какое-то представление. Сейчас посмотрим. Пару минут посмотрим и пойдем. Надо было раньше выходить с кафе. Барабанах. Это у них движняк. Пахнет так нормально. Дымок идет.
вечером 7 числа поснимать здесь весь вечер. А сейчас надо идти, вот не успеем. Не успеем так. Вот, кстати, отель, по-моему, тоже Радиссон. Надо будет зайти посмотреть. Радиссон. Ну да. Думаю, отель-то. Ладно, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.